Самые актуальные новости дня в эфире телеканала «Милет». Информационная программа «Хаберлер». В студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте. Смотрите в нашем выпуске. Пятая сессия Государственного совета состоялась сегодня в Симферополе. В Строгановке по непонятным причинам не ходит транспорт. Жителей микрорайона Фонтаны на протяжении многих лет беспокоит проблема дорог. Жители Судака из числа репрессированных получили материальную помощь на завершение строительства жилого дома. О всем самом интересном расскажут наши корреспонденты. Сегодня в Берлине встретятся лидеры стран нормандской четверки, президенты России, Украины, Германии и Франции, Владимир Путин, Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд обсудят пути урегулирования конфликта на востоке Украины. Как ожидается, они сосредоточатся на реализации политической части Минских соглашений и вопросах безопасности, обозначенных в них. В прошлый раз лидеры встречались в нормандском формате 2 октября 2015 года. Сирия признала Крым неотъемлемой частью России, заявила председатель парламента Сирии Хадия Аббас. Как отметила председатель сирийского парламента, Крым был частью Советского Союза, и по причине развивавшихся после развала Советского Союза вплоть до нынешних времен этот субъект вернулся к своим истокам после свободного волеизъявления народа на референдуме в Крыму, что в результате напрямую отразилось на интересах жителей полуострова. Наша позиция – это абсолютная правда, мы в ней убеждены и хотим, чтобы нас услышали. То, что нас услышал сирийский парламент и принял решение, это только начало процесса. Процесс легализации нашего референдума, он, так сказать, идет полным ходом. По реакции западных политиков, с которыми мы общались в последнее время, уже очевидно, что на экспертном форуме этот вопрос не обсуждается. Уже все в деталях разобрались и все понимают, почему мы приняли, почему мы, из чего мы исходили. Мы рассказали им историю нашей республики, как она организовывалась, как мы оказались в Советском Союзе, как мы оказались в Российской Федерации, как нас без нашего ведома передали, лишили статуса республики, как мы 4 голосовали, так сказать, за то, чтобы быть в Российской Федерации 4 раза, практически с одним и тем же результатом. Сколько же еще можно голосовать? И эти голосования были и при наблюдении ОБСЕ, и международных наблюдателей. Киев внес в расширенный санкционный список вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Рогозина, сенатора Елену Мизулину, главу Крыма Сергея Аксенова, депутата Госдумы Владимира Жириновского. Также в список попали ряд чиновников самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Приложение к расширению Совета национальной безопасности и обороны Украины с расширенным списком физических лиц, которым применяются санкции, опубликованы на сайте президента страны. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что, по его мнению, украинская власть вводит санкции из-за безделья. Я не знаю, куда он еще меня не внес, Порошенко, то есть в данном случае. То есть мы его внесем во все списки, я посмотрю, какие у нас есть деструктивные организации, мы его внесем во все списки организаций, слушайте. Но нечего делать людям, вот они с дуру, жиру бесятся. Также Генпрокуратура Украины сообщает о том, что Киев объявил в розыск экс-представителя президента России в Крыму Олега Белавинцева и замкомандующего Южного военного округа Игоря Турченюка. Сегодня состоялось заседание 5-й сессии Государственного совета Республики Крым 1-го созыва. Подробности в сюжете Асана Бибулаева. На заседании 5-й сессии Государственного совета Республики Крым 1-го созыва законодатели поддержали ряд кадровых перестановок в составе президиума Крымского парламента. По представлению спикера Владимира Константинова, 57 голосами депутатов Наталья Маленко избрана первым заместителем председателя Государственного совета Республики Крым. Решением парламентариев на должности председателя комитета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов избран Александр Шувалов. Председателя комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Нина Пермякова. Председателя комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Игорь Буданов. Для нас, для депутатского корпуса, это очень важно, потому что произошла замена. Константин Михайлович ушел в Государственную Думу. И это, безусловно, такая ключевая замена. Мы надеемся, что опыт, который обладает Наталья Федоровна, та работа, она активный, последовательный, такой системный работник, проверенный, поэтому здесь мы никаких сюрпризов не ожидаем, только в хорошую сторону.
Кроме того, по предложению главы Республики Крым Сергея Аксенова парламентарии согласовали освобождение Михаила Шеремета от должности первого заместителя председателя Совета министров Республики Крым и Руслана Балибека от должности заместителя председателя Совета министров Республики Крым в связи с их избранием в Государственную Думу. На освободившуюся должность вице-премьера крымского правительства согласовано назначение Игоря Михаличенко. Это хорошо знакомый и главе республики, и мне лично человек. Он проявил себя во время Крымской весны с положительной характеристикой. Очень надежный и преданный работник. Убежден, что он будет эффективным работником на должности заместителя председателя Совета министров. В ходе заседания глава Крымского парламента Владимир Константинов проинформировал, что промежуточный минимум пенсионера в Республике Крым на 2017 год установлен в размере 8554 рубля. Также в рамках правительственного часа депутаты заслушали информацию об итогах высокого туристского сезона 2016 года. Как сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий, Крым принял 5 миллионов 14 тысяч туристов. В Крыму отдохнуло 4 миллиона 264 тысячи туристов, что на 26,5% выше по сравнению с 2015 годом. На сегодняшний день, на 14 октября, в Крыму уже отдохнуло 5 миллионов 14 тысяч туристов. Загрузка санаторно-курортного комплекса составляет 36%, это выше на 23,6%. Радует то, что в Крыму в этом году было создано 3 сети отелей. Это отели, которые сегодня имеют в управлении 15 объектов, и это свои высокие стандарты, это своя философия ведения бизнеса, это то, чем Крым гордится, потому что в Крыму появляется действительно то, что сейчас движет туристическую отрасль во всем мире. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов считает неприемлемой ситуацию с подготовкой детских садов и школ республики к отопительному сезону. Об этом он заявил после докладов министра ЖКХ Крыма Сергея Карпова и председателя комитета Госсовета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимира Бабкова о готовности учреждения образования к зиме. По информации главы МинЖКХ, в Крыму из 404 детсадов и 532 школ не готовы к приему теплоносителя только 3 дошкольных учреждения. Однако руководитель парламентского комитета привел другие цифры. По его данным, в республике функционирует 540 школ и 450 дошкольных образовательных учреждений. Владимир Бабков предложил обратиться к главе Республики Крым Сергею Аксенову с просьбой включить в ближайшее селекторное совещание с муниципальными образованиями вопрос о готовности к отопительному сезону тех регионов, которые на данный момент имеют проблемы. Владимир Константинов также обратился к главам муниципальных образований и администрации с критикой их деятельности и отвел всем ответственным лицам 2 недели на решение вопросов по подготовке к зиме. Хочу отдельно обратиться ко всем главам муниципальных образований, главам администрации. Конечно, это полное безобразие, все то, что готовится по подготовке. Чем по подготовке к зиме, чем занимались, большой вопрос. Куда смотрели, почему не докладывали, почему не заявлялись. А сейчас, когда детям нужно учиться, мы должны сейчас бегать и показывать им, мы, взрослые, показывать им свою несостоятельность. Знаете, когда нет отопления в школе, в доме, в жилом, это отсутствие власти. У людей ассоциация, что нет власти. Понимаете, это очень серьезно. 2 недели мы отводим на решение этих всех вопросов. И также попрошу Ильяса закрепить всех депутатов Государственного совета, пообщаться с депутатами городских и районных советов, для того, чтобы приняли участие в этой работе. За эти 2 недели мы сделали все возможное совместными усилиями для того, чтобы все-таки снять все острые проблемы. Владимир Константинов также сообщил о планируемом увеличении доходной части бюджета республики на 8 миллиардов 84 миллиона 700 тысяч рублей. Асан Абиблаев, Дмитрий Низовой, телеканал Милет. Украина стала террористической угрозой для своих соседей и для своего народа. Такое заявление прозвучало сегодня в ходе очередной сессии Государственного совета Республики Крым. Парламентарии потребовали от властей Украины всестороннего и объективного расследования всех случаев террористических актов, осуществляющихся с территории против Республики Крым и Республик Донбасса. Они были направлены на объекты жизнеобеспечения, Северокрымский канал, линии электропередачи. Исполнители этих терактов известны, но их деятельность официальными властями Украины пресечена не была. Ответственности за содеянное они не понесли. В августе украинскими властями была направлена в Крым диверсионно-разведывательная группа для осуществления серии террористических актов непосредственно на территории полуострова, говорится в заявлении. Ряд дорожно-транспортных происшествий произошел в Крыму за минувшие сутки. 4 человека погибли, в том числе и ребенок. Еще 2 детей пострадали при столкновении 2 легковых автомобилей в Феодосийском районе Крыма.
В Ленинском районе 34-летний водитель внедорожника сбил на зебре 3 пешеходов. При этом 20-летний пешеход был смертельно травмирован. Авария с участием маршрутного такси «Иномарки» произошла в Севастополе. 14 пострадавших находятся в медучреждениях города. 1 человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Жители села Строгановка обратились в редакцию телеканала «Милет» за помощью. У них неожиданно возникла проблема транспортного сообщения между Симферополем и населенным пунктом. Вот уже неделю жители вынуждены добираться до города своими силами. Самые выносливые идут пешком 2,5 километра до ближайшей остановки. Почему автобус не заходит в село, выясняла наш корреспондент Диляра Шевкетова. Ежедневно жителям села Строгановка нужно добираться в школу, на работу, в детский сад. Отсутствие транспортного сообщения с Симферополем осложняет жизнь местным жителям. Они уже обращались в Трудовской сельский совет и к перевозчику, но разъяснений так и не получили. А также сельчане связались с властями Крыма, где им обещали помочь. У нас 12 октября обстоит такая ситуация, что у нас отменили маршрут 166, который уже работает года 3. Мы с таким трудом его выбивали. То есть нам причину объяснили ту, что поломалась маршрутка. Ходила сюда маленькая «Дельфин». Ранее до этого мы писали заявление с просьбой выделить нам большой маршрут. Мы так понимали, что это связано с тендером, ждали. Но на сегодняшний день ситуация не изменилась. Местные жители говорят, что до 12 октября движение осуществлялось каждый час. Сейчас в поселок можно добраться только на попутках или пешком. Школьники вынуждены вставать еще до рассвета, чтобы успеть на занятия. Мы звоним водителю, у нас есть личный номер водителя. Он сказал, в понедельник мы будем. Мы вышли на первый рейс, 6:55 у нас идет первый рейс. Простояли минут 10, не было. Не починили маршрутку. Ее нет, и говорят, не будет. Как мы будем зимой добираться до Бородина? Идти до Ивановского, там 2,5-3 километра. До Луговой еще дальше. С 2 маленькими детьми. И сейчас погода. Было тепло, мы ходили, молча ждали, пока нам дадут. Починят и дадут. Нам нужна срочная маршрутка, потому что зимой сейчас будут скоро холода, и мы будем все ходить пешком. Хотелось бы, конечно, чтобы отдельный автобус был для детей. Утром он их возил, в обед их привозил обратно, а для взрослых отдельно был транспорт. Везде, по-моему, по Крыму этого правило такое есть. Детей возить отдельно в отдельном школьном автобусе. Почему бы это не сделать и в нашем поселке? Потому что мы уже по массе своей, по численному населению к этому уже готовы. В этом поселке минимум 2500 людей. Большинство жителей вынуждены договариваться друг с другом. У кого есть машины, подвозят соседских детей. Но такая возможность есть не у всех. Мой ребенок не ходит в садик, потому что нет маршрутки. Добраться очень тяжело. Еще есть вернуться, а потом еще раз поехать за ней и забрать ее. Неделю не ходим в садик. 2 детей посещают садик, да, и мы уже неделю сидим дома, потому что не на чем добираться. Дети маленькие, пешком идти далеко, 3 километра до Луговой, а туда невозможно сесть, даже если доберемся до ближайшей остановки. Болеем, и я не знаю, как мне попасть в больницу с ребеночком, чтобы хотя бы его послушали, потому что мне не на чем его вывести. Жители Строгановки надеются на улучшение транспортного обслуживания в ближайшее время. Мы, в свою очередь, обратились в Министерство транспорта Крыма с письмом для получения комментария. Диляра Шевкетова, Аким Бекиров, телеканал «Милет». Жителей микрорайона Фонтаны на протяжении многих лет беспокоит проблема дорог. Наша съемочная группа проехалась по дорогам микрорайона и выяснила, будет ли решен проблемный вопрос. Жители поселка Фонтана уже много лет беспокоит проблема дорог. Огромная яма в период дождя наполняется водой и не высыхает на протяжении нескольких месяцев. С тех пор, как на эту улицу пустили маршрутное такси, местные жители прозвали остановку лужей. По словам местного жителя Энвербея, несколько раз жители засыпали яму на собственные средства. Но после дождя лужа появилась вновь. От этой лужи такие неудобства. Здесь же у нас остановка, то все. Невозможно пройти. Детей отпускаешь к остановке, по колено уже в воде. Сейчас уже более-менее чуть-чуть дождей, а завтра, послезавтра больше дождей будет, здесь уже невозможно ходить. Особенно проблема беспокоит жителей поселка зимой, когда лужа замерзает. По словам жильцов, в зимнее время редко удается дойти по льду до остановки, не получив ушибы. Когда идут сильные дожди, она выходит аж на проезжую часть, и получается маршрутка, чтобы остановиться, ей приходится проезжать сколько. А зимой там вообще каток. Дети падают. Вот прошлую зиму я вожу детей в садик, а пока мы переходим эту лужу, раз 10 у меня ребенок падает, потому что очень скользко, льдом покрывается.
машины буксуют. Лужи, конечно, бы убрать надо. Жительница микрорайона утверждает, ремонт дороги не решит проблему. Нужен сток для воды. Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы дороги нам тоже делали. Да, в городе делают, там красиво, конечно, аккуратно становится. А мы тоже хотим, чтобы красивые дороги были, чтобы дети ходили. Да они в школу приходят, брюки запачканы, обувь грязная, как бы сельские дети, получается, отличаются от городских. Наша съемочная группа связалась с заместителем главы Симферопольской городской администрации Тейфуком Гафаровым. По его словам, обращение из поселка Фонтанов в городадминистрацию не поступало. К нам еще информация по данному адресу не поступала. В принципе, хотелось бы просто, чтобы все жители понимали, что в каждом микрорайоне есть территориальный орган самоуправления. И они постоянно, руководители этих органов, находятся в взаимодействии с администрацией, поэтому там, где есть обращение, мы выезжаем, принимаем какие-то меры. То есть по конкретной ситуации мы выйдем, посмотрим, и там вопрос уже разрешения зависит от того, насколько серьезная проблема. То есть либо это если просто там палатку надо сделать на асфальте, это одна ситуация, если какие-то там изыскания проводить, то это уже в рамках бюджетных возможностей будем изыскивать. Гульнара Каримова, Умер Мустафаев, телеканал Милет. Жители Судака из числа репрессированных граждан получили материальную помощь на завершение строительства жилого дома. В этом году по федеральной целевой программе на город Судак было выделено 750 тысяч рублей. Подробности знает наш корреспондент Алимека Ибулаева. Из 27 заявителей 5 жителей Судака из числа репрессированных граждан получили материальную помощь на завершение строительства жилого дома. Сумма между гражданами была распределена после проверки комиссии. Помощь была предоставлена 5 заявителям. Максимальную помощь в размере 225 тысяч рублей была оказана многодетной семье из села Громовка для улучшения жилищных условий. Также было предоставлено 3 заявителям по 150 тысяч рублей и одному из заявителей 75 тысяч рублей также для завершения строительства дома. Комиссия выбрала застройщиков более нуждающихся и оказала помощь соответственную. Местные жители выразили благодарность властям за оказанную материальную помощь. Ведь на протяжении долгих лет из-за недостатка средств их дома оставались недостроенными. Сегодня мне вручили документ на получение помощи 150 тысяч рублей. И те деньги, которые мне сейчас дали, полностью будут туда вложены в этот дом, так, чтобы я могла до конца своей жизни хотя бы там жить. Я благодарна людям, которые мне дали вот такую возможность. Строительство дома Ленуры Джалиловой длится уже на протяжении 25 лет. Женщина беспокоилась по поводу предстоящей зимы, так как в ее жилье еще нет крыши. К счастью, Ленура Джалилова стала победителем конкурса и получила материальную помощь в размере 150 тысяч рублей. Вот сегодня или завтра, если будет сильный ветер, то мы останемся без крова. Мы очень переживаем, не знаем, что делать. У нас везде открыто, и когда идет дождь, то во все комнаты проникает вода. Вот на днях нам позвонил Руслан и очень обрадовался, сообщил, что выделяются деньги. Мы нуждаемся, и государство нам помогает. Как отмечают в администрации города, если в следующем году будет предусмотрена материальная помощь на завершение строительства, то другие граждане тоже смогут получить подобную помощь. Алимека Ибулаева, Эдем Исмаилов, телеканал Милет. В Республике Крым продолжается диспансеризация взрослого населения, направленная на раннее выявление заболеваний и коррекцию факторов риска. Динамика прохождения диспансеризации относительно прошлого года положительная. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции в Симферополе в Центре медицинской профилактики. Что нужно знать крымчанам о диспансеризации, вы узнаете в сюжете Айши Шулаковой. Диспансеризация определенных групп взрослого населения проводится в нашей стране с 2013 года. Она нацелена на раннее выявление неинфекционных заболеваний, таких как болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, сахарный диабет и заболевания бронхолегочной системы, на долю которых приходится около 70% всех смертей. Она проводится бесплатно в поликлинике по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис. Пришедшие на медосмотр люди не стоят в очереди, им не нужно получать талон. Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года с согласия гражданина. Проводится в определенные сроки, то есть в определенный возраст, с 21 и раз в 3 года. То есть, соответственно, 21, 24, 27, 30 и так далее, до 99 лет. Основным принципом проведения диспансеризации является ее двухэтапность. Самый основной, конечно, это первый этап, это массовый. Что еще важно? Важно понимать, что все это проводится амбулаторно. То есть определенный круг пациентов, которые предполагают,
считают, что нужно где-то лежать в стационаре. И как-то это все занимает очень много времени. Это совершенно ошибочное представление. Проводится это все достаточно быстро. Более того, существуют отдельно выделенные кабинеты и отделения, и лабораторное обследование также проводится без предварительной записи и вне очереди. После всех исследований и консультаций специалистов пациент идет на прием к терапевту, который определяет группу его здоровья и дает индивидуальные рекомендации. Затем выдается паспорт здоровья, в который вносятся основные выводы по результатам проведенного обследования. Подробную информацию о сроке, порядке и условиях прохождения диспансеризации и профилактических осмотров можно получить в регистратуре поликлиники, участкового врача или в своей страховой медицинской организации. Айша Шулакова, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Руководство ансамбля «Хайтарма» приняло решение обновить коллектив. По словам генерального директора Крымской филармонии Олеси Костенко, все артисты работают по срочному трудовому договору. У коллектива «Хайтарма» срок документа истек в октябре этого года. Большинство из сотрудников продолжили работу, а с остальными договор не был продлен. Практически все сотрудники были приняты на работу, и им продлили срок трудового договора. Некоторые, к сожалению, мы не подписали такой срок. Это касается в первую очередь 4-5 ставок. Это пенсионеры, которые в силу возраста не могут выполнять свои должностные обязанности. И на место старых сотрудников привлечены новые, молодые, перспективные артисты, которые, я уверена, поднимут этот легендарный. И мы действительно отдаем себе оценку значимости в национальной культуре Крыма, этого коллектива. И вот мы надеемся, что с приходом молодых специалистов некий такой новый виток ждет этот коллектив. Все без исключения новые сотрудники, новые артисты, все без исключения крымские татары. В Евпаторийском краеведческом музее прошел День культуры крымчаков. Организаторами акции выступили администрация Евпатории, Крымское общество крымчаков «Крымчаклар». Об этом подробнее Сабрия Халиляева. День крымчакской культуры в Евпатории отмечают уже 8-й год подряд. В начале мероприятия состоялась презентация книги писателя, журналиста, автора 22 книг Марка Агатова «Расстрелянный народ». По словам автора, он не просто пишет историю города и евпаторийских крымчаков, а рассказывает о прошлой жизни народа. Это один раздел, который был посвящен крымчакам здесь. А второй, в общем-то, я связал со своей жизнью. Я хотел рассказать о том, через судьбу простого человека, обычного, как вот люди, которые вышли из Джамата, и что мы сумели, ведь практически крымчаки жили в Джамате, это довольно ограниченный круг общения. То есть это история вот такой семьи, которая испытала на себе очень много тяжелых моментов. Мероприятие посетили около 30 крымчаков. Среди них присутствовала и руководитель крымчакской танцевальной группы «Рухшан», что в переводе означает «радость», Татьяна Садовская. Ее коллектив часто участвует в различных фестивалях, мероприятиях не только города, но и России. Они единственные представители культуры крымчаков в мире. Татьяна рассказала об особенностях национального наряда. Сегодня я в крымчакском костюме пожилой женщины, потому что у молодых женщин, которые родоспособного возраста, у них немножечко другая кофточка была, в которой было удобно кормить ребенка грудью, потому что в крымчакских семьях всегда было много детей. И наряд был сделан таким образом, чтобы было удобно кормить ребенка. У всех желающих была возможность посетить музей, где представлена экспозиция о крымчаках. По словам организаторов, подобные мероприятия способствуют сохранению культуры и традиций исчезающего народа. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Крыму проживает около 200 крымчаков. Сабрия Халиляева, Аким Бекиров, телеканал Миллет. На этом наш выпуск завершается. Команда наших корреспондентов продолжает следить за новостями, так что оставайтесь с нами и будьте в курсе последних событий. До встречи!